Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Родился в Белоруссии в 1933 году. Костюковичи, город. Первый класс закончил. Меня выгнали в Германию. Из Германии вернулся. Меня боялись, как черт ладана. Кругом говорили: предатель. Какой я был предатель, пацан. И пошел слух о том, что всех тех, кто были в Германии, будут отправлять на новую землю. Мне тяжело было. Отец и мать от меня отмежевались. Старались как-то избавиться от меня. Выручила тетка, которая жила в Белоруссии, в деревне. Она меня забрала. И вот я там жил. Первый класс закончил. Подрос. После войны надо будет идти во второй класс, а тетка мне говорит: ты что, такая дылда здоровая, давай 4 класс сразу. И я пошел в 4 класс. Можно себе представить, какой был ученик. Первый диктант написал: одно красное чернила. Я перепутал там все языки. Я к этому времени неплохо знал немецкий, потому что долго там жил. И работал, и в лагерях. Видел горы трупа. На одном из лагерей написано было, это в переводе уже на русский, по-немецки было написано: всякий сюда вошедший, не рассчитывай вернуться назад. Оказались мы какой-то лагерь, рабочий лагерь. Там, значит, мука, крупа, сахар, масло постное. Все это паковали в ящики и отправляли в Германию. Я, значит, хочется чего-нибудь попробовать. Чего попробовать? Только сахар, больше ничего. Вот. А там придумали еще сахар, масло подогревают, и что-то вроде конфет получается. Ну а как вынести? Не вынесешь. Завязывали брюки, карманы, дырки и насыпали туда. Увидел меня один полицай. Этот полицай увидел меня, за ноги поднял, вытряс с меня все содержимое, привел в хлеборезку, где хлеб режут, тоненькими кусочками такими. Берет мою руку, сунул туда палец и хлеборезкой. Ну, вот этот, видимо, из-за того, что я пацан был таким, да, ко мне какое-то отношение, ну, и взрослых было. Особенно, когда скажешь, что один, никого нет, вот, они как-то с сочувствием относились. Подчас даже делились корочкой хлеба своей. Ну, что я могу про этот лагерь рассказать? У меня с этого, это смертельный Освенцим, смертельный. Там действительно вот это, что было написано, оно действительно в жизнь притворялось. Там сжигали трупы, не успевали.
потому что очень много сразу погибало. Детей использовали как доноров. Кровь брали в основном. Вот оттуда я под проволокой колючей ночью подкопал и выбрался. А жрать-то охота. Вот я в один огород залез, там что-то не помню, что там, то ли огурец, то ли помидор полузеленый. Вот. Под кустик сел и жую. Хлоп по голове. Пришел в себя, какая-то лачуга там такая, вот. И он сидит, мужик. Ну, по-немецки говорит, кое-чего я понимал, кое-чего. Потом уже начал более-менее соображать. И, ну, почти как собака на цепи был там. Вот. Уходил он, руки связывал мне и на веревке. То есть я там ему помогал поливать, полоть. Потом, видимо, не знаю по какой причине, он пинком мне под определенное место и показал: иди туда, сюда больше не возвращайся. Ну что, пошел. Поймали меня опять. Ой, сколько меня ловили, я уже не знаю. Вспоминать отдельные эпизоды, особенно этот. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.